С наступлением утра стала очевидна масштабность произошедшего здесь в среду ЧП. Куда не попадает глаз, повсюду разрушенные дома и строения. Не разорвавшиеся снаряды лежат как на самом пути следования, так и по всей округе. Здесь и противопехотная мина «Лягушка», и крупнокалиберные патроны. В Приморском почти не осталось неповрежденных домов. Первые осколки прилетели сюда, на сероводородный источник. Люди разбегались, куда глаза глядят, забыв о документах и вещах. Здесь неподалеку от сероводородного источника как раз расположены дома, в которых отдыхали туристы. В момент, когда раздались взрывы, вот здесь, буквально за этой лесополосой, стали рушиться домики. Здесь на каждом шагу вот такие осколки снарядов и не разорвавшихся мин. Многие отдыхающие уезжают сегодня. Они как можно быстрее стараются покинуть территорию села. Страх пережитого ужаса все еще не покидает их. В Приморском остаются местные жители, которые не могут бросить то немногое, что сохранилось после взрывов. Говорят, и рука не поднимается что-то прибрать. Все еще не могут поверить, что опасность миновала. И это склады еще с советских времен были, да, после окончания войны нашей отечественной. Здесь вот в ангарах были заскладированы вот эти вот снаряды, в общем, и с тех пор они находятся здесь. Новая крыша на этом доме появилась недавно, и хозяйка не могла нарадоваться, что ей удалось собрать деньги на алюминиевое покрытие. Теперь не осталось ничего, ни крыши, ни стен дома, ни живности. Я думаю, война началась. Вот здесь яхает, яхает, вот здесь я потом испугалась, в кухню зашла, а с кухни побежала через окошко, выпрыгнула, а подвал шумов. Я залила там подвал туда. И так вот сижу, думаю, ау, один за одним гремит, гремит, гремит. Ужасно. И вот это все дрожит. Вот это полметра залито бетоном. Я думаю, вот это все пробьет. А в этом доме жильцы появятся, наверное, не скоро. В тот злополучный день хозяева присели за столик, чтобы в полуденную жару немного охладиться стаканчиком пива. После первых же взрывов в этот дом влетели осколки от крупнокалиберных снарядов. Не уцелели ни крыша, ни стены. Вот буквально час назад в администрации района состоялось совещание. Вот, значит, определены члены комиссии. Мы вот сейчас буквально занимаемся, значит, изучаем ситуацию непосредственно на местах, уже какого ущерба, значит, жилья, близлежащие вот, значит, вот этих вот взрывов, которые происходили непосредственно здесь у нас. Я думаю, сегодня мы завершим эти работы и потом уже будем докладывать, будут определять общий ущерб, нанесенный населению нашему. С самого утра на месте взрыва работают специалисты разных профилей. Инженерные службы Министерства обороны занимаются обследованием местности на предмет обнаружения взрывчатых веществ, которые в результате взрывной волны могли быть разбросаны на оцепленной территории. Ситуация находится под личным контролем министра обороны генерала армии Мераба Кишмария. Площадка, которую вы видите за моей спиной, совсем недавно была складом боеприпасов Министерства обороны. Вот это дерево, первое, самое густое, практически без веток. Там стояла когда-то КПП. Сейчас здесь равнина абсолютно сплошная, нет ни единого растения, ни кустарника, ничего. Подходить туда довольно опасно. Пока еще по технике, по правилам безопасности туда подходить нельзя, потому что в любой момент могут разорваться оставшиеся снаряды. В течение нескольких дней военные будут наблюдать за объектом. Пока очагов возгорания не наблюдается, но правило требует сохранять бдительность и ждать несколько дней. Только затем военные приступят к изучению места взрыва. Нисфа Аршба, Адамурджиния, Абхазское телевидение.